Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В Пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Авиаудар по лагерю беженцев в Сирии. Десятки погибших, сотни раненых. Причастность к этой атаке отрицают все. Тем временем на руинах освобожденной Пальмиры прошел симфонический концерт Мариинского театра. Альтруисты кыргызского такси. В Бишкеке таксисты решили не брать деньги с пенсионеров, а водители маршруток устанавливают для своих пассажиров бесплатный интернет. Слов нету. До того приятно. Неожидаемо. Как нажиться на Великой Победе? Миллиардные обороты патриотического бизнеса в нашем специальном репортаже. Удивительная находка. Эротический тапочек с изображением героев войны, георгиевской ленточкой. Их будут носить на ногах. Лесные пожары в Канаде за сутки разрослись в 10 раз. Горят целые провинции. Армия и пожарные не справляются. Ожесточенные бои возобновились в окрестностях сирийского города Алеппо, несмотря на все попытки установить в этом 2-миллионном мегаполисе режим тишины. На этот раз наступление предприняли боевики террористической организации Джабхат ан-Нусра, на которую перемирие не распространяется. Исламистам удалось отбить у войск Асада один из пригородов Алеппо. Свое наступление боевики снимали на кинодрон. Как вы видите на этих кадрах, которые распространяет Рейтер и ведущие мировые телеканалы, боевые действия ведутся с применением ракетных систем, тяжелой артиллерии и танков. Дрон террористов зафиксировал довольно мощные взрывы на позициях правительственных сирийских войск. Боевики Аль-Нусры сообщают, что им удалось взять пригород Алеппо Хан-Туман под свой полный контроль. 28 человек погибли в результате авиаударов по лагерю беженцев в Сирии в провинции Идлиб. Около 180 получили ранения. Кто произвел бомбардировку, на данный момент выяснить не удалось. Все участники конфликта свою причастность отрицают. Территория лагеря находится под контролем боевиков террористической группировки Джабхат ан-Нусра. Это видео распространила сирийская правозащитная организация со штаб-квартирой в Лондоне. На кадрах лагерь беженцев расположен возле города Сармада, недалеко от турецкой границы. В числе погибших женщины и дети. По словам спасателей, число жертв может сильно возрасти из-за большого числа тяжело раненых. Большинство беженцев из этого лагеря оказались у турецкой границы, полагая, что это самое безопасное место, несмотря на присутствие исламистов из Аль-Нусры. Сами беженцы убеждены, что их бомбили либо российские самолеты, либо самолеты правительственной армии. Режим Башара Асада виноват в гибели тысяч женщин и детей. Асад – преступник. Он и лидер Хизбаллы Хасан Насралла. Иран и Россия. Посмотрите, что они сделали. В чем виноваты наши дети? Где ислам? Куда смотрит весь мир? Они все лгут. Разве те, кто живет здесь, не люди? Не дети? Где ислам, скажите мне? Здесь начался пожар. Посмотрите, что произошло. Несколько палаток полностью сгорели. Мы нашли тело. Похоже, это женщина. Мы отвезли ее в местный госпиталь. Российское военное командование отрицает участие своих ВВС в налете на лагерь. Более того, официальные представители Минобороны России заявляют, что в день авиаудара в небе вообще не было никаких самолетов. Ни российских, ни сирийских, ни американских. А обстрел лагеря беженцев произвели сами боевики Аль-Нусры из реактивных систем залпового огня. Вот что заявил по этому поводу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Россия и российские ВКС в Сирии занимают крайне ответственную позицию, чтобы не навредить хрупкой атмосфере перемирия. Россия неоднократно это демонстрировала и призывает все другие стороны разделить такой ответственный и осторожный подход. Тем временем в освобожденной от боевиков ИГИЛ в сирийской Пальмире выступил симфонический оркестр Мариинского театра Санкт-Петербурга под управлением Валерия Гергиева. На площадке всемирно известного античного амфитеатра, пострадавшего от рук террористов, был дан концерт с молитвой о Пальмире «Музыка оживляет древние стены». Перед началом концерта Гергиев выступил с обращением к зрителям, в числе которых были российские и сирийские солдаты, местные жители, а также российский министр культуры Владимир Мединский. Затем по видеосвязи показали выступление президента России Владимира Путина.
концерте принял участие скандально известный друг российского президента, виолончелист Сергей Ралдугин, которого обвиняют в отмывании $2 миллиардов. Его выступление западные СМИ уже назвали посланием Путина в защиту коррупционеров. Журналисты пришли к выводу, что российский президент таким образом намекает на фоне борьбы с терроризмом забыть про борьбу с коррупцией в высших эшелонах российской власти. И сегодня же мировые СМИ сообщили, что 9 мая на базе российских ВВС Хмеймим в Сирии состоится совместный с войсками Башара Асада парад в честь Великой Победы. В последнее время сирийский лидер часто сравнивает Алеппо и другие сирийские разрушенные города со Сталинградом. Умида Ахмедова, ташкентский фотограф-документалист и кинооператор, награждена международной премией имени Вацлава Гавела за творческое инакомыслие. Эта награда учреждена некоммерческой организацией Human Rights Foundation, фондом по правам человека. Умида Ахмедова – первая в Узбекистане женщина-кинодокументалист, которая расследует закрытые в республике темы – гендерное неравенство, бедность и этнические проблемы. Мировую известность Ахмедовой принесло уголовное дело, возбужденное против нее в конце 2009 года, после выхода ее фотоальбома «Женщины и мужчины. От рассвета до заката», отражающего различные аспекты жизни людей в Узбекистане. Ахмедову признали виновной по статьям клевета из корыстных или иных низменных побуждений и оскорбления в печатном тексте или СМИ. Затем ее амнистировали. Мы узнали у Умиды Ахмедовой, почему она, несмотря на преследование, продолжает рассказывать миру о проблемах в своей стране. Конечно, очень волнуюсь. Прежде всего волнуюсь, что я оказалась в такой компании очень смелых художников, как Айви Вей, Пусси Райт и Павленский. Это достойная компания, для меня это честь. Насколько возможно быть диссидентом, арт-диссидентом, инакомыслящим, творческим человеком в Узбекистане. Из собственного опыта могу сказать, возможно. Это дело твоей воли, твоей совести и твоя воля не изменять собственным принципам. Ты не можешь слушаться кого-то, когда ты сам видишь, что происходит в твоем обществе, что происходит с твоим народом и что происходит вообще в мире. Вместе с Ахмедовой премией удостоены иранская карикатуристка Атена Фархадани и российский художник-акционист Петр Павленский. Церемония награждения состоится 25 мая в Осло. В Бишкеке появились водители-альтруисты. Они совершенно бесплатно помогают жителям города и мечтают, чтобы их примеру последовали другие. С подробностями Шавкат Тургаев. Помимо основной трудовой деятельности, бишкекчанин Ибрагим подрабатывает таксистом. Но водитель он необычный. Подвозит пожилых людей, но денег с них не берет. Я отвез заказ, да. По-любому мне надо в людное место выехать и стать. То есть я все равно проезжаю определенный километр впустую. Почему бы в это время мне не подвезти? Километр лишний проеду, меня от этого не обеднеет. Пока будет у меня машина, и почему бы нет? Помогать старикам Ибрагиму нетрудно. В салоне его авто ежедневно оказывается не менее 3 пенсионеров-счастливчиков. Я бы вообще рад был бы, если бы все подхватили. Даже каждый второй водитель бы подхватил бы. У нас сейчас у каждого второго человека машина. Почему бы мне не подвозить? Все равно пустой салон, машин много. Не так давно благотворительную акцию Ибрагима поддержали его коллеги по цеху. Недопониманий с начальством у них нет. Ну, по идее, 20 водителей договорились, будем подвозить. Реакция самих пенсионеров на предложение их подвезти всегда разная. Я водитель Number такси, бесплатная акция для бабушек, получается, бесплатно подвозим. Пожалуйста, куда вам, я вас подвезу бесплатно? Ну вы что? Да. Пойдемте, я вас бесплатно подвезу. Куда вам? Так приятно в наше время. Просто вот слов нету. До того приятно. Неожидаемо. Таких сейчас поступков очень мало. Я думаю, что он герой. В наше время настоящий герой. Бывает и обратная реакция. А вам, бабушка, куда надо? Какая вам разница куда? Куда надо, туда и еду. Есть в Бишкеке и другие примеры благотворительности таксистов. Водитель маршрутки Мирхат от денег не отказывается, но своим пассажирам раздает бесплатный Wi-Fi. В салоне он повесил таблички с паролем. Сначала я хотел купить роутер для дома. В месяц плачу 1300 сомов. Но ведь так как я весь день на работе, подумал, пусть и люди пользуются интернетом. Когда люди выходят из маршрутки, благодарят за бесплатный Wi-Fi. Сейчас я попробую войти в интернет, вбить пароль и прочитать какую-нибудь новость. Посмотрим, как работает Wi-Fi. Интернет хорошо работает. Все, здорово. Пассажиры, особенно школьники, бесплатным интернетом довольны.
Мы всегда садимся на эту маршрутку, потому что здесь бесплатный Wi-Fi. Думаю, что хорошая идея. Я никогда не видела, когда таких маршруток, в которых есть Wi-Fi. Эта маршрутка самая хорошая и самая удобная. Маршрутку Мирхата знают уже многие жители Бишкека. Специально ждут ее на остановке, чтобы и до места нужного доехать, и воспользоваться бесплатным интернетом. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Как нажиться на Великой Победе? Миллиардные обороты патриотического бизнеса в нашем специальном репортаже. Удивительная находка. Патриотический тапочек с изображением героев войны, георгиевской ленточкой. Их будут носить на ногах. Лесные пожары в Канаде за сутки разрослись в 10 раз. Горят целые провинции. Армия и пожарные не справляются. В Бишкеке отменили военный парад. Вместо него в столице Кыргызстана 9 мая на площади Победы состоится митинг-реквием, посвященный памяти павших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы. По ее данным, в мероприятии примет участие президент и премьер-министр республики. После официальной части ветеранов и участников митинга пригласят отведать солдатской каши из полевой военной кухни, которую развернут на площади. Мэрии напомнили, что в этом году проведение парада запланировано на 31 августа. В честь 25-летия независимости Кыргызской республики. В Казахстане также было принято решение отменить 9 мая военный парад в Астане. Как сообщило Министерство обороны республики, парады вооруженных сил Казахстана проводятся по определенным праздничным датам. Самый масштабный военный парад прошел в прошлом году в столице республики, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Следующее проведение планируется в 2017 году. Этот парад будет приурочен к 25-летию вооруженных сил Казахстана. Напомним, что это решение в обеих республиках принято впервые за последние годы. Обычно на 9 мая и в Казахстане, и в Кыргызстане всегда проходили масштабные демонстрации военной техники. В Бишкеке в парадах участвовали и российские самолеты, и парадные колонны военнослужащих с авиабазы «Кант». Жители российской столицы готовятся к маршу «Бессмертный полк». Власти Москвы ожидают, что в шествии в этом году примет участие около 500 000 человек. Шествие будет длиться до тех пор, пока свой маршрут не закончит последний его участник. Подробности в репортаже «Рейтер». В конце апреля-начале мая по Москве с ревом ездят танки. Идет подготовка к параду 9 мая. Одни с восхищением смотрят на технику, другие проклинают власти, стоя в жутких пробках. Полгорода по этому случаю перекрывают. Есть и те, кто считает, что в день памяти миллионов погибших не стоит показывать всему миру свои машины для убийства. 4 года назад журналисты томского телеканала ТВ-2 провели первый марш бессмертного полка. Люди шли по улицам с плакатами своих родственников-ветеранов. Спустя 3 года подобное шествие устроили московские власти. Год назад от Белорусского вокзала к Красной площади прошли сотни тысяч людей. Среди них и президент Владимир Путин. Те, кто придумал бессмертный полк, просят чиновников сохранить одно из правил. Никакой символики, красных знамен и пятиконечных звезд. Здесь важны не символы, а люди. Это день их памяти, и поэтому должны быть только их лица. Старые фотографии москвичи уже несколько недель несут в фотоателье, чтобы из маленьких фронтовых карточек сделать портрет, с которым можно идти на шествие 9 мая. Дед Татьяны, Валентин Петрович Надров, воевал под Сталинградом, был ранен в руку и лишился глаза. Его не застало в живых, поэтому тоже подробностей не знаю. Как-то я не... Когда была маленькой, я не интересовалась этим. А сейчас, конечно, если бы он был жив, я бы порасспрашивала все в подробностях. В ателье поражены наплыву людей. Люди неожиданно совершенно для меня проявили такую активность, и столько было в этом души, у них так горел глаз, и они были настолько горды тем, что они понесут своих предков на Красную площадь, и я тогда очень порадовалась, честно скажу. В семье москвички Вероники Крыловой 9 мая вспоминают дедушку. Глотов Юрий Тихонович, младший сержант, брал Кёнигсберг и выжил. Правнучка Маша его не застала, но на марш собирается. Я, естественно, не могу сказать спасибо дедушке лично, потому что, он уже умер, к сожалению. Но, выйдя на улицы с его портретом, я могу сказать спасибо ему и всем тем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, хотя бы вот так.
После войны многие 9 мая ходили с портретами своих пропавших без вести близких, в надежде, что лицо узнают однополчане и расскажут что-то об их судьбе. Сегодня люди с портретами просто говорят спасибо. Наклейки на автомобиле «Спасибо деду за победу», пилотки, тапочки с георгиевской ленточкой. Накануне 9 мая в Москве открылся сезон продажи символов великого праздника. О миллиардных оборотах патриотического бизнеса в специальном репортаже нашего корреспондента Вадима Кондакова. Приближение этого праздника не спутаешь ни с чем другим. Если на улицах начинают торговать символами победы, значит скоро 9 мая. Почем у вас вот эти вот все пилотки? Это 400. Вот такая 600. Она потому что украшена, что ли? А вы сами это все делаете, украшаете? Пилотки старого образца, за бесценок распродаваемые с армейских складов, бутафорские ордена и медали, флаги и ленты – на все это есть устойчивый спрос, хотя продавцы о своих успехах говорят неохотно. А берут вообще вот такую всякую символику перед праздниками? Да? Активно? Хорошо покупают? Казалось бы, здесь только бизнес, ничего личного. Идет ли торговля у кремлевских стен или на оживленной городской трассе? Но есть во всем этом что-то, что смущает даже самих продавцов, о чем они не хотят говорить и в чем не желают признаваться. А не стыдно вам торговать? Нет, не стыдно мне торговать, ни грамма. Никто и никогда не узнает, какой доход приносит уличным продавцам торговля символами победы. Налогов они не платят, полиция их не трогает. А успех зависит лишь от удачно выбранного места. Чтобы было много машин, чтобы было не сильное движение для того, чтобы люди могли увидеть. Продавец Дима – один из немногих, кто делится с нами секретами своего бизнеса. Говорит, все самые оживленные торговые точки в Москве уже заняты, ведь сейчас самое горячее время для продажи праздничной символики. Что вот больше всего пользуется популярностью? Вот такие вот, наверное, больше. С георгиевской лентой, да? С георгиевской больше всех берут. Потом вот такие вот. Спасибо деду за победу. Маленькие, да. Большие магазины, в том числе сетевые, иностранные, тоже не хотят упускать покупателя, поэтому выкладывают ходовой товар на самые видные места. Маленькие детские гимнастерки, георгиевские ленточки за 39,95 и вот такие совсем уж необычные вещи. Удивительная находка. Патриотические тапочки с изображением героев войны и георгиевской ленточкой. Их будут носить на ногах. В эти майские дни розничные и интернет-магазины словно соревнуются в изобретательности. В продаже есть сувенирные кокошники, сделанные из кокард и георгиевских лент, детские ползунки в виде гимнастерок или такие вот крабовые палочки. Фирменные магазины, что торгуют футболками с патриотическими принтами, ко Дню Победы также обновили ассортимент. И продавцы говорят, что такие новинки по популярности сравнимы только с изображением президента. А остальные на этом фоне продаются? Или уже как-то с Путиным? Да, тут, конечно, берут. То есть это два лидера, Путин и вот такие, да? Да. Есть и совсем уж оригинальное предложение – патриотическое окрашивание ногтей. Если захочешь, можешь носить на руках хоть Путина, хоть георгиевскую ленточку. Здесь 9 мая напишем, а здесь нарисуем георгиевскую ленточку со звездочкой. Накануне Дня Победы такой дизайн особенно популярен, и он никого не смущает – ни мастеров, ни их клиентов. Главное, что это красиво и патриотично. Мы сами патриоты, у нас довольно огромное количество, сейчас не можем ничего вам предоставить, но так у нас, в принципе, и плакаты, и флаги, все это висит. Также мастера у нас наряжаются в специальную одежду, относящуюся к 9 мая. При желании на маленьком дамском ноготке разместят даже воинственную надпись «На Берлин», с которой, а почему бы и нет, потом можно отправиться на майский шопинг в ту же немецкую столицу. Ведь красота – это страшная сила, а силой нынче принято гордиться. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Лесные пожары в Канаде приняли характер национальной катастрофы. Их площадь только за последние сутки увеличилась в 10 раз, и огонь продолжает стремительно распространяться. Канадские власти привлекли к тушению армию и 145 специальных вертолетов. Но ни пожарные, ни военнослужащие с огнем справиться не могут. Пожары вывели из строя около трети всей нефтедобывающей промышленности в стране и привели к остановке крупнейших нефтепроводов. Власти канадской провинции Альберта приказали эвакуировать целый город Форт Макьюмори, который считается канадской нефтяной столицей. Об этом сообщает телеканал CBS. Распоряжение об эвакуации коснулось более 80 тысяч жителей. Точная причина пожаров пока не установлена. Предположительно, они возникли на фоне жаркой погоды и отсутствия осадков. Власти Канады в ближайшее время готовы попросить международную помощь.
Жители Алма-Аты превращают старый центр в культурную площадку. В самом сердце города на днях состоялось открытие «Аврора Спейс». Это творческое пространство, где устраиваются концерты, художественные выставки или вечера поэзии. Проект уникален еще и тем, что направлен на сохранение исторической части Алма-Аты. Рассказывает Дмитрий Беляков. Затемненный зал, несколько десятков зрителей, а на сцене живой джаз-бенд и певица из Нью-Йорка. Подобные клубы и концертные площадки в Алма-Ате можно пересчитать буквально по пальцам. Большинство зрителей в таких залах знакомы друг с другом давно, объединены одними интересами и помыслами. Эта культурная площадка, как ни странно, отчасти обязана своим открытием финансовому кризису. У местных предпринимателей и иностранных инвесторов были серьезные планы выкупить, снести и перестроить целый квартал в историческом центре Алма-Аты. Кризис позволил группе единомышленников выкупить помещение из банковского залога и реализовать свой проект по сохранению и развитию культурной части города. Появилась идея реконструкции этой улицы, превратить ее в улицу, которую мы могли бы встретить где-нибудь, например, в Ницце, в Москве, не знаю, в крупных городах, где сосредоточены кафе, маленькие магазинчики, какие-то совершенно авторские, может быть, объединения. Я тогда не представляла, что это может быть, но мне очень хотелось. Мне казалось, что была моя такая собственная заинтересованность, что я сама сюда приду. Коллективу творческой площадки удалось провести несколько удачных джаз-концертов с приглашенными иностранными артистами. При этом они не хотят ограничиваться только музыкой. В этих стенах будут также проводиться публичные лекции, вечера поэзии, театральные постановки. Организаторы обещают поддержать местных независимых исполнителей и артистов. Мы бы не хотели, чтобы музыканты рассматривали эту площадку как площадка для зарабатывания денег, а больше только некое место, где они бы смогли провести такой экзаменационный, такой отчетный концерт перед интеллигентной, качественной публикой. Открытие культурного пространства практически не преследует бизнес-целей. В большинстве своем его организаторы успешные и обеспеченные люди. Своим примером они хотят показать алматинцам путь для сохранения и преображения любимого города. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго.